веселятся небесная, да радуется земная. Вот эта радость, которую принес ангел Божий на землю, является тем основанием, который и по сей день радует весь род человеческий. Эта радость заключалась в том, что Господь, Сын Божий, Сын Девы бывает. Тот, который сотворил небо и землю, весь мир, который промышляет о нем отныне и до века, и во веки веков, воплотился и стал человеком. Для того, чтобы человеку дать возможность наследовать рай, для того, чтобы показать человеку путь в Царство Небесное. Что может быть лучше, что может быть прекраснее, чем иметь такую возможность вечно радоваться? Благовещение, возвещение, двунадесятый христианский праздник. Возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа. События Благовещения описаны единственным евангелистом, апостолом Лукой. Он сообщает, что в 6-й месяц после зачатия праведной Елисаветою святого Иоанна Предтечи архангел Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иоакова вовеки, и царство его не будет конца». Благовещение, то есть благая весть, называется главизна, то есть начало нашего спасения. Архангел Гавриил приносит весть Деве Марии о том, что наконец-таки сбылось древнее пророчество пророка Исаии, что Дева в чреве примет и родит, и нарекут ему имя Емануил, что значит «с нами Бог», то есть Бог воплотится и спасет людей своих. Вот эту благую весть и приняла Пресвятая Богородица. Человек по своей натуре, он стремится к добру, к радости, к свету. Но это земное понятие радости, оно, к сожалению, привело к такому явлению, как тупик. Мир пришел в такое состояние, откуда не знал, как выйти. И вот рождение по плоти Бога, Его новое имя, которое узнало человечество, а именно имя это любовь, открывает миру совершенно новые горизонты. Человек отныне должен знать, что земля – это его временное место пребывания. Человек – это небожитель. По мнению ряда богословов, слова архангела Гавриила «Радуйся, благодатная» стали первой благой вестью для человечества в целом после его грехопадения. Феофилакт Болгарский в своем толковании на Евангелие от Луки пишет: «Поскольку Господь сказал Еве: в болезни будешь рождать детей, теперь эту болезнь разрешает та радость, какую приносит Деве ангел, говоря: радуйся, благодатная. Поскольку Ева была проклята, Мария же теперь слышит: благословенна ты». Она читала пророческую книгу, и на месте, где говорилось о том, что «се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», она остановилась и мечтала, как же послужить этой деве, какая бы была бы честь стать рабой этой женщины, которая удостоится такой великой чести. И в это мгновение ангел Господень явился ей и благовествует о том, что ты явишься той девой, которая родит Бога.
Мария задала ангелу вопрос, как будет это, когда я мужа не знаю. На что ангел обещал таинственное зачатие. Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. А затем, в подтверждение, что у Бога не остается бессильным никакое слово, привел в пример ее родственницу Елисавету. «Се раба Господня», – отвечает Мария. За этим кратким ответом кроется великое мужество. Ведь по древним еврейским обычаям рождение ребенка вне брака каралось страшной смертью. Но она идет на этот шаг. Считается, что в момент произнесения Девой Марии этих слов и произошло непорочное зачатие ею Иисуса Христа. Именно в тропаре празднику и отмечается днесь спасения нашего главизна, то есть основание спасения рода человеческого именно в момент Благовещения Пресвятой Богородицы. Или во время это радостное известие и происходит зачатие, ведь другое название благовещенских храмов – зачатиевские храмы. Зачатиевские храмы, благовещенские. В праздник Благовещения мы не могли не рассказать об одном из них, о Витебской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Поистине уникальный, древний храм с историей, которой с лихвой хватило бы на несколько подобных памятников веры. Будучи заложенным святой равноапостольной княгиней Ольгой, согласно летописям еще в середине X века на левом берегу Западной Двины, храм неоднократно становился свидетелем самых разных, порой весьма противоречивых событий. Возведенный белорусами вскоре из деревянного, он был перестроен уже византийскими зодчими в каменную крестокупольную церковь, ставшую единственным памятником византийско-балканского зодчества в Восточной Европе. История храма неразрывно связана с историей города и с историей народа. Согласно древней летописи, жители, приезжающие в город и уезжающие, приходили и били челом Благовещению Пресвятой Богородицы. Эта церковь была особо почитаемым и уважаемым храмом и являлась для витеблян тем же, чем Софийский собор являлся для новгородцев или киевлян. Сам святой благоверный великий князь Александр Невский просил в этих стенах заступничества Богоматери и покровительства Господня. Есть архивные свидетельства. Они сейчас находятся в нашем краеведческом музее. Действительно, в 1239 году это однозначно, что в этом храме был Александр Невский, потому что мы знаем, что под Витебском, под Усвятами была им одержана замечательная победа. И есть исторические сведения, что в городе нашем несколько лет, 5 или 6, оставался у бабушки его сын Василий, и что после этой победы под Усвятами Александр Невский забрал своего сына с собой. Но такие краткие исторические сведения, конечно же, являются свидетельством о том, что этот глубоко верующий человек Александр Невский, наш сегодняшний святой, которому молятся все православные люди всего мира, пребывал, несомненно, в этом храме и возносил свои молитвы к Господу. Вот, может быть, даже здесь, на этом месте, где мы с вами сегодня стоим. Молитвенную благодать Витебская Благовещенская церковь дарила верующим до начала XVII века, пока не пришли униаты, и церковь, увы, была отобрана. Предварительно православным все же удалось вынести из храма все святыни. Греко-католикам он достался пустым. Вскоре и древние фрески приказали забелить известью, а в 1624 у храма и вовсе были отняты колокола. Снесены купол и барабан. Униаты тут же принялись строить башни, что решительным образом изменило фасад и общий силуэт, придавая православной церкви облик католического храма. История храма богата, она живая, потому что храм – это живое явление. Он вместе с народом радует, процветает, развивается, вместе с народом и страдает.
К началу XVIII века церковь, перестроенная униатами и католиками в костел с 2 башнями-колокольнями, приходит в запустение и ветшает. После 200-летнего униатского плена в 1831 году храм возвращается православным. Произведен капитальный ремонт храма, разобраны башни, поставлен, очень важно, 8-гранный купол в храме. И началась оживленная литургическая жизнь. С приходом советской власти наступили богоборческие времена, и храм был закрыт, находился в запустении. Во время Великой Отечественной войны он, верно, благодаря богородичному покровительству не был разрушен и дал в своих стенах приют жителям города, оказавшимся без крова. На глазах витеблян в 1944 году произошло чудо – самораскрытие фресок древней живописи церкви. Во время войны действительно этот храм использовался как жилье, как покров особый, и символический, и в прямом смысле этого слова он оберегал людей. И вот, видимо, это не случайно, что, укрепляя людей в вере, давая надежду людям, Господь так судил, что в этом храме раскрылись фрески, древние, иконопись. Видя эти образы раскрывшиеся, люди молились первообразом. Далее же последовали смутные, нелогичные, противоречивые события. Сначала постановлением Совмина БССР в 1953 храм был принят под охрану государства. В декабре же 1961 буквально через считанные несколько лет по решению городских властей он был превращен в руины, взорван. И лишь решительный протест общественности города спас церковь от полного уничтожения. В 1977 году была произведена консервация руин церкви. Кстати, в некоторых местах стены сохранились высотой до 6 метров. Каждый, кто сегодня посещает храм, задает вопрос, почему часть храма не оштукатурена? Неужели нужны какие-то такие большие финансовые средства, чтобы закончить штукатурку храма? И на этот вопрос всегда есть замечательный ответ. Это неоштукатуренная часть стен является тем живым свидетельством, что этот храм построен на своих древних фундаментах. И эти стены, которые сохранились после взрыва в 1961 году, они только дополнены новыми кирпичами, но именно они являются тем основанием и продолжением стен существующего ныне храма. И вот каждый человек, приходя к храму, старается прикоснуться к этим камням. В 1991 году по благословению архиепископа Витебского и Оршанского Дмитрия начато восстановление церкви в ее первоначальном виде, в том самом облике, каким знали ее наши предки еще в XII веке. Это было очень важно как для верующих, так и для священства. Мы, конечно, благодарны государству за то, что оно было принято решение такое о воссоздании храма. И очень интересно происходило это событие, когда власти начали совещаться, а в каком же виде его восстанавливать, потому что много раз его перестраивали. И спросили у владыки: «Ваше Высокопреосвященство, как вы считаете, каким должен быть восстанавливаемый храм?» Владыка ответил: каким он был изначально, таким его нужно воссоздать сейчас. Буквально за год коллектив именитых архитекторов подготовил проект, и восстановительные работы начались. На все про все понадобилось 5-6 лет. Осенью 1998-го храм посетил и осветил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а первое богослужение здесь было совершено уже через полгода в 99-м. И в этом же году реализованный проект храма занял первое место на республиканском конкурсе в номинации «Реставрация». Восстанавливая внутреннее благолепие храма, взявшись за росписи храма, конечно же, Витебская артель изографов изучила подробно сохранившиеся памятники подобных росписей в Нижнем Новгороде, в Пскове, в Полоцке и в Сербии. И храм был расписан
по всем правилам росписи XII века со своими каноническими правилами, устройством, с определенным местонахождением тех или иных святых мужей или святых жен, мучеников или святых столпников. В определенном месте находится и икона страшного суда. То есть в храме росписи созданы по тому примеру древнему, используя которые можно было рассказать о Евангелии в красках для людей, которые не слышали или не читали, вернее, Евангелие в письменах. В декабре 2004 года были окончательно завершены работы по внутренней отделке и подготовке стен храма к росписи, а опытная артель художников, в том числе и Сергей Петров, это он сейчас в кадре наносит краску на штукатурку, смогли приступить к работе. Сергея Петрова мы застали нынче в Чашниках, где он с соратниками самозабвенно трудится над восстановлением фресок местного чашницкого храма. С тех пор, вспоминает он, довелось работать много где, но Благовещенский, Витебский собор как-то запал в душу. Еще бы, каждый, кто хоть раз видел, как расписана Витебская церковь, сразу согласен с тем, что не только снаружи, но и изнутри храм поистине выглядит как старательно и с любовью изготовленная детская игрушка. По благословению владыки Дмитрия он сказал: пишите Якова в Полоцку. Поехали в Полоцк, посмотрели древние фрески XII века, копировали их. Потому что очень похожи они по своему составу, фрески Полоцка и Витебска. Далее поехали в Псков, в Новгород, изучать фрески XII века. Ну, чтобы было как в древности. Это не копии, а список. У нас артель православная, все люди верующие, которые живут в церкви. И вообще искусство стенописи и иконописи это живет только для молитвы и в молитве. Поэтому люди, которые писали, это было 6-7 человек, нас расписали мы в течение года с какими-то там промежутками. В росписях в очередной раз отразилась потребность осмыслить время от сотворения мира до страшного суда. Композиции алтаря, купола, свода и северной стороны связаны с собой общей нитью повествования. Если присмотреться, можно выделить два канонических цикла – христологический евангельский цикл и богородичный – от Рождества Богородицы до Успения, которые тоже связаны между собой и образуют продуманную систему росписей. Усилия мастеров-фресочников увенчались успехом, ведь согласно документам и упоминаниям о храме, нынешний получился максимально приближенным к оригиналу. Более 70 лет запустения храма закончились. Постепенно Благовещенский храм заслуженно и неоспоримо стал одним из ведущих духовных центров города Витебска, да и Витебщины в целом. Ежедневные богослужения, крестные ходы и миссионерская деятельность привлекают большое количество людей и наполняют их жизнь верой, надеждой и любовью. Каждый человек может несколько по-своему видеть смысл праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Для отца Владимира, настоятеля Благовещенского Витебского храма, уехавшего когда-то давным-давно сюда, на Витебщину, с молодой супругой, для того, чтобы нести Слово Божье, этот праздник указывает на необходимость вновь вспомнить, какое великое значение для каждого человека имеют семья, супруг, дети и связь между этими слагаемыми большого человеческого счастья. Ну, праздник Благовещения, я думаю, для каждого связан с тем, что прежде всего воплотившийся Господь создал церковь свою, и врата ада не одолеют ее. И в православной традиции принято семью называть малой церковью. А если они будут стремиться, наши чада, соблюдать заповеди Божьи здесь на земле,
так Господь, как обетовал, не оставит и здесь их без своего покрова, а значит, по милости Божией, и здесь они будут счастливы, только соблюдая закон Божий. Супруга же отца Владимира добавляет, что сама по себе благая весть для женщины, конечно, как и для Богоматери, весть о том, что Господь дарует ей с мужем ребенка. Кстати, недавно такая благая весть снова посетила семью одного из, пожалуй, самых известных в народе витебских священнослужителей. Причем весть эта была по вполне понятным причинам вдвойне приятной, ибо в семье, несмотря на то, что она уже была осчастливлена 3 детьми, вновь ожидается пополнение. Отец Владимир и матушка милостью Божией ждут в скором времени двойню. Мы всегда хотели иметь двойню. И вот в этот раз даже и не надеялись, и тут вот такая вот радость нечаянная. Семья – это школа духовного возрастания, духовного совершенствования. И, конечно же, это в определенной мере это подвиг, потому что не все так просто, мы все это прекрасно понимаем. Но помним всегда и слова апостола Павла, который говорит о том, что внимание семье нужно уделять, потому что, если ты не уделяешь семье свое внимание должного, не заботишься о их духовном совершенстве, то как ты можешь позаботиться о вере и спасении других людей? В праздник Благовещения будем испытывать себя, отвечаем ли мы на зов Божий нашей жизнью по образу Божьей Матери. Это согласие даст нам мужество увидеть, где наша сила и где наша немощь, понять все кажущиеся безысходными обстоятельства, принять ближнего человека, ближнего ребенка, родителей, ближнего друга-спутника, принять верность вере. Все это крест. Чтобы мы не могли забыть, что между всеми нами всегда присутствует этот всерешающий разговор на небесной предельной высоте. И Бог ждет, когда двери, разделяющие нас друг от друга, смогут распахнуться. Не существует иного способа, иного пути, кроме того, который предлагает Бог, устремляться навстречу другому и идти с Ним навстречу другим. «Аз есмь дверь», — говорит Христос, обращаясь к нам своим божественным ликом. В нем Бог приходит в ответ на смиренное принятие Его воли Божьей Матерью, чтобы встретиться с нами навсегда. Ныне открываются двери рая. Огненный херувим не преграждает вход, но приглашает всех войти туда, где единственным пропуском являются эти вечные слова Девы Марии: «Да будет мне по слову Твоему». Благовещение – это пример смирения. «Се раба Господня». Очень часто мы привыкли в этом слове «раб» видеть скорее отрицательное качество, совершенно забывая о том, что раб еще происходит от него производная «работать», то есть трудиться Богу. Нет ничего свободнее, чем принадлежать Богу. Рабом в большинстве своем мы сейчас себя сами должны называть, потому что не нам принадлежат материальные какие-то средства, а мы, к сожалению, принадлежим им. Мы принадлежим работе, должности, положению. И вот это рабство греху – это то состояние человечества, которое пришел Господь разрушить. И вот понятие «быть рабом Божиим», трудиться Господу – это и является высшим смыслом и целым значением для человека. Ведь тогда человек воистину становится свободным. Вот радость этой, ощущать эту свободу о Господе и возвещает сегодняшний праздник Благовещения. Благая весть, которая на греческом языке и Евангелие обозначает благую весть, и Благовещение также это благая весть, весть о нашем спасении.